скрипка, флейта, баян и еще пара-тройка музыкальных инструментов. Во что это все может объединиться? Правильно, фестиваль классической музыки «Дети детям». «Дети детям» – это фестиваль классической музыки, организованный с помощью благотворительного фонда Владимира Спивакова. Ребята долгое время занимались и репетировали, и вот наконец-то дают гала-концерт вместе с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. Фестиваль был рожден в момент пандемии. И когда весь мир был закрыт, фонд Владимира Спивакова в Башкортостане и Национальный симфонический оркестр очень активно работали. Мы поняли, что надо как-то наших ребят и всю культуру поддерживать. На этот концерт собрались не только те, кто прошел отбор, но и те, кому не удалось это сделать. Зато ребят перед началом концерта торжественно наградили грамотами и пожелали успехов в следующем году. Иван Журавлев, Уфимское училище искусств, колледж, преподаватель Юсупова Неля Габдалхаевна. Какое произведение ты исполняешь? Я исполняю романс «Черный локон» Гурилева. Мне нравится этот романс своей тянучестью, канцеленой, да, как говорят, более так музыкальному. У него такое романтичное настроение, как признание в любви, как вот жажда. Почему ты выбрал такое направление вокала? Мне всегда нравился академический вокал, опера. Я всегда любил оперу. То есть, мне кажется, это такой самый старинный классический вид вокала. Это, во-первых, пение без микрофона, в резонаторы. То есть, там есть одна техника, у него нет вот ограничений, как у эстрады, например. Вернее, наоборот, у него есть определенная техника, которая, насколько я знаю, ее нет у эстрады. Вот. То, что мне нравится вот этот громкий, округлый звук, классический. А те, кто смог пройти, дали концерт, где участвовали скрипка, флейта, баян, фортепиано, труба, аккордеон, валторна и вокал. Полную версию этого мероприятия вы сможете увидеть на главном телеканале Республики. Следите за эфиром. Расскажи про произведение, которое ты играла. Я играла много сонат. Сейчас я выступала с первым концертом Бетховена, играла первую часть. Я играла Шопена, Моцарта, Гайдна и много других композиторов. Расскажи поподробнее про твое произведение. На самом деле выбирала его не я, но оно мне очень нравится. Так как это Бетховен, у него такой строгий характер, и в то же время оно должно быть радостное.
Собственно говоря, благодаря пандемии родился проект «Дети детям», в котором принимали и принимают участие самые яркие искорки нашей республики и занимаются с выдающимися профессорами. В первом проекте это было «Мира», потому что там были разные профессора и Швейцарии, и Израиля, и России. В этом году мы сосредоточились только на городе Москва. Это Московская консерватория, Центральная музыкальная школа при Московской консерватории и Академия ГНИС. Вот в этом году 60 ярких искорок Башкортостана прошли мастер-классы у 6 абсолютно выдающихся профессоров. Итогом их плодотворных занятий стал гала-концерт с Национальным симфоническим оркестром в концертном зале Башкортостана. Как у тебя проходила подготовка к этому? Ну, вообще мне нравится произведение Винявского, поэтому романс я выучила довольно быстро и занималась над ним тоже упорно. Скажи, как нужно выбирать произведения для таких выступлений? Ну, произведение должно быть, должно оно нравиться, это самое, наверное, главное. Оно должно быть в настроении, ты его должен уметь играть хорошо.
Расскажи про произведение, которое ты исполняешь. Ну, я исполняю произведение Моцарта, первое, вторую часть, ре минор. Да, вот. Какое оно по настроению? По настроению оно довольно живое, и быстрое, и не сказал бы, что она грустная, она больше для, наверное, плясок. Как прошло твое выступление? Ну, не прям хорошо, но я сказал бы неплохо. Эти ребятки еще только ищут себя. И, конечно же, те профессора, которые занимались с ребятами, выискивали с первых дней по моему заданию,
что каждый из детей мог бы представить и кто самый яркий, потому что сегодня выступают самые яркие участники проекта с оркестром. Конечно же, благодаря командной работе и был создан сегодняшний вечер, потому что только волею моей как директора это бы не получилось, просто потому что надо понять, что каждый ребенок может. Как можно не волноваться перед таким большим выступлением? Но когда ты маленький, я обычно не волновалась. Но сейчас происходит так, что я немного волнуюсь, и это иногда мешает. А вообще, я не знаю способов. Ты в руке держишь инструмент, расскажи про него. Флейта – это очень красивый инструмент. Во-первых, это деревянный духовой инструмент. Все думают, почему его назвали деревянным духовым, но он из железа, потому что раньше он был из дерева.
Расскажи про свою арию, с которой ты сегодня выступаешь. Ну, это ария Герды из оперы «История Каи и Герды», по известной всем истории про Снежную королеву. Современный композитор Баневич. Меня оно трогает до сих пор, с момента, как я начала его изучать. Каждый раз слезы наворачиваются.
Расскажи, как проходили репетиции с оркестром? Ну, это было достаточно интересно. В первый раз было, конечно, очень волнительно, но атмосфера предрасполагает вообще к изучению всего этого. Дмитрий Крюков тоже очень позитивно к этому относится и каждого участника подбадривает. И в процессе, и пока ты наблюдаешь за тем, как он работает с другими участниками. Так что это очень интересно. Расскажи про произведения, которые ты исполняешь. Доринский кантри. Как проходили репетиции? Каждый день. Мы не делали поблажек, то, что это дети, не было никаких недельных встреч. Все было перед концертом. 2 репетиции, концерт. Как любой солидный артист, так и наши ребятки также готовились к этому концерту. Почему ты любишь народную музыку? Ну, ее певучесть и то, как народы ее писали. Ну, это, конечно, обработка народной мелодии, и поэтому она мне еще больше нравится. Ее виртуозными местами некоторыми.
Почему ты решил участвовать в этом фестивале? Потому что это фестиваль высокого уровня, и я бы хотел в нем поучаствовать, я в нем поучаствовал. Ну, и как раз таки были проведены мастер-классы, уроки онлайн. Мне было приятно побыть на уроке с таким важным, таким уважаемым преподавателем Ильдаром Салаховым. Расскажи про свою арию, которую ты исполняешь. Я исполняю арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Ее написал замечательный, прекрасный, талантливый композитор Петр Ильич Чайковский. Вот. А что именно вам рассказать про нее? Ну, про характер, мелодию, все такое. Хорошо, характер. Это лирический герой. Я исполняю вторую арию. Ну, то есть у него одна ария. Первая — это «Ариоза» Ленского. Вот, там он признается в любви Ольге. А тут во второй арии она написана уже в ми миноре. Она очень трагичная, потому что после этой арии якобы это исповедь перед смертью его. Вот, потому что после этой арии у них с Евгением Онегиным случается дуэль.
Расскажи, как можно полюбить классическую музыку? Ну, я думаю, это зависит от человека. Во-первых, кому нравится этот жанр, вот, кто бы слушал. Есть люди, которым интересно. Скорее, как помочь заинтересовать человека классической музыке. Это будет проще. А вот полюбить уже не знаю. Вот, то есть, например, можно позвать человека, то есть знакомого своего друга в театр, дать ему послушать это. Если ему уже понравится это, ты можешь его каждый раз приглашать, и может он полюбит это дело. А так, я думаю, что если человеку нравится какой-нибудь там рок, панк, рок, эстрада, то он будет слушать свое, но какой-то интерес все-таки проявлять к классической музыке. Но эстраду он будет любить больше. Расскажи про свое выступление и произведение, которое ты сыграл. Произведение я выбрал, мне понравилось произведение, я его выбрал и сдавал и в школе на экзаменах, играл на предыдущих концертах тоже. Вот. Это произведение чешского композитора Вильяма Блодека, романтизм направление. Вот. Вторая часть медленная, она как колыбельная. А третья часть, она быстрая, веселая, заводная такая.
выступать с оркестром, это, наверное, очень волнительно. Как ты справлялся с волнением на сцене? Ну, во-первых, отработанность, все четко. Я не думал о плохом, думал только о хорошем, о выступлении, как хорошо выступить. Каково тебе было выступать на сцене с таким большим оркестром? Ну, очень волнительно, на самом деле. Это был первый раз, первый опыт. Ну, очень классное ощущение, на самом деле. Расскажи про репетиции. Как вообще можно влиться в такой слаженный коллектив? Приняли очень хорошо, все меня поддерживали. Расскажи, как принять участие в фестивале «Дети детям». Ну, для начала надо отправить заявку. Для этого нужны видеозаписи с подходящими требованиями для этого. Я, получается, отправила свои видеозаписи, потом проходил отбор из множества участников, меня отобрали. Как ты выбирала произведение? Ну, получается, мое любимое произведение – это «Размышления Чайковского». Я и сегодня на гала-концерте буду его играть. Оно мне очень подходит по характеру, размеренное, задумчивое, такое меланхолия. У меня оно очень хорошо получается. Я его долго готовила, я его уже ранее играла на концерте, и поэтому я его послала на этот фестиваль.
каково это выступать на сцене с большим оркестром? Ну, это, конечно, очень непривычно, это у меня в первый раз, но мне очень понравилось, и я бы хотела повторить этот замечательный опыт. Расскажи про свое произведение. Я играю пятый концерт Бетховена, императорский, для фортепиано с оркестром. Это очень роскошное произведение и масштабное. И для меня просто это честь играть такое произведение, и причем с Национальным симфоническим оркестром. Я очень рада, что меня выбрали на этот гала-концерт. Сама важность, ценность процесса работы с оркестром, она настолько велика, и каждая минута, которую мы репетировали, волнение, ритм, все это очень много сказалось на моей душе. Дай совет ребятам, которые хотели бы поучаствовать в следующем году здесь. Это играть, заниматься, открываться, открывать свои новые возможности, не закрываться в себе, самое главное. Просто подавать свою инициативу и потенциал.
Основная цель мероприятия – это, конечно же, образование детей. Благодаря гранту Российского фонда культуры эти ребята получили возможность абсолютно бесплатно пройти обучение, выступить с оркестром, получить ценнейшие уроки. Вот это самая главная цель, чтобы все наши дети получали наилучшее образование от федеральных преподавателей. Каждый инструмент звучит совершенно по-разному, но стоит им соединиться в одно целое, как их звучание идеально дополняет друг друга. Юные музыканты отлично справились с этой задачей, а зрители еще не раз придут на их концерты. Это уж точно.